Доброе утро, дорогая республика! На календаре 20 октября, сегодня среда, и вы смотрите программу «Утро Якутии» на телеканале «Якутия-24» и НВК «Саха». Сегодня вновь с вами встречаю это прекрасное утро я, Дарья Анкехова. Ну и, как всегда, по доброй традиции, позвольте проанонсировать, что же будет сегодня в нашем эфире. Можно ли купить квартиру в Москве, не имея миллионного состояния? Реальность или миф? Узнаем сегодня благодаря нашему гостю. Также мы сегодня поговорим о замечательном ансамбле «Соловушка» из города Нерюнгри, который на выходных просто порадовал всех зрителей своими выступлениями, потому что действительно ребята очень стараются, и им не хватает того внимания, конечно, из-за пандемийных ограничений, но они продолжают творить. Также мы прокачаем свои скиллы. Что такое скилл? Мы узнаем тоже сегодня. Ну и, как всегда, начинаем мы наш эфир с рассказа о погоде. В центральных районах на 6 часов утра температура воздуха была на отметке минус 8 градусов. В заречной группе районов 13-7 градусов ниже 0. В южных районах 2-4 со знаком минус. В Вилюйской группе районов плюс 1, плюс 2. В Нижнеленских 10-5 ниже 0. В западных районах 0 градусов. В Колымандигирской группе улусов 29-16 со знаком минус. В Янских районах 29-16 ниже 0. На северо-западе минус 8 градусов. В Якутске температура воздуха на 6 часов утра была на отметке минус 7 градусов. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-восточный 2 метра в секунду. Сегодня днем преимущественно снег, ветер юго-западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха ожидается до плюс 1 градуса. Дорогие телезрители, мы напоминаем вам о том, что мы работаем в прямом эфире. А это значит, что у вас есть уникальный шанс прямо-таки попасть к нам на эфир. Для этого вы можете отправить ваши сообщения на короткий номер, который вы видите прямо сейчас на своих экранах. Это WhatsApp номер, пишите сообщения, отправляйте, я обязательно их озвучу. Ну а также напоминаем о том, что у нас есть активная инстаграм-страничка, куда мы выкладываем все самое интересное. Пишите туда тоже ваши, возможно, предложения, ваши вопросы, либо отправляйте свои замечательные фотографии. Может быть, вы станете участником нашей программы. Ну, дорогие друзья, сейчас самое время перейти к нашим новостным сводкам, и подробности об этом, что же произошло вообще в республике за это время, расскажет Сергей Михедов. Якутия, доброе утро, коллеги. Наш эфир продолжает блок новостей. 1 миллион рублей планируют давать семьям Дальнего Востока при рождении третьего и последующего ребенка. Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить предложение о таких выплатах на приобретение жилья. В документе отмечается, что третьи или последующие дети при рождении должны быть зарегистрированы на территории Дальневосточного федерального округа. Исполнить поручение Кабинет министров должен до 1 ноября. Новые правила подключения к газораспределительным сетям, утвержденные правительством России, вступили в силу. Так, догазификация возможна только в тех населенных пунктах, где уже есть газораспределительная инфраструктура. Она будет доступна заявителям, использующим газ для личных, семейных и домашних нужд. Программа не распространяется на тех, кто планирует пользоваться газом в коммерческих целях. Также сроки подведения зависят от удаленности домовладения от газораспределительной системы. В отдельных случаях их будут определять в индивидуальном порядке. Напомним, по программе социальной газификации в Якутии планируют подвести газ к почти 5000 домовладений. Осторожно, тонкий лед. На территории республики продолжается месячник безопасности на водных объектах. С наступлением холодов и образованием на водоемах ледового покрова сотрудники ГИМС и службы спасения Якутии настоятельно рекомендуют любителям зимней рыбалки воздержаться от выхода на лед. Многие люди, особенно дети, зачастую пренебрегают мерами предосторожности и выходят на неокрепший лед, тем самым подвергают свою жизнь смертельной опасности. Постоянно напоминайте и разъясняйте детям правила поведения на льду, напоминают спасатели. Помните, соблюдение мер предосторожности – главное условие предотвращения несчастных случаев на водоемах. Также проводятся совместные патрулирования. Инспектора ГИМС выезжают совместно со службой спасения республики, также с федеральной службой спасения и с другими ведомствами, с административной комиссией. Приезжаем на водоемы, на озера,
проводим профилактические беседы с гражданами, поясняем им то, что сейчас в данное время небезопасно на лед выходить. Совместно с администрацией города Якутска работаем, выставляют предупреждающие аншлаги, осторожно, тонкий лед, выход на лед запрещен. Гражданам говорим, чтобы обращали внимание на эти аншлаги. Также по учреждениям школьным со студентами ходим, читаем лекции по безопасности, информируем детей, студентов. Якутский экспортный перерабатывающий завод стал резидентом ювелирно-гранильного кластера CBM и планирует производить изделия из бивня мамонта в национальном стиле. В ближайшей перспективе на базе производства планируется открытие косторезной школы. Сегодня завод активно продолжает выпускать уникальную продукцию под товарным знаком «Мамонт Хаус», которая все чаще пользуется спросом на китайском рынке. Отмечается, что компания является единственной в России, которая имеет патент на условия хранения бивня мамонта и способы получения композиционного материала на основе мамонтовой кости. Спасибо большое, Сергей. Ну а мы бы хотели срочно прям зачитать одно сообщение, которое поступило буквально в первые минуты нашего эфира. Здравствуйте. Можете передать моей девушке, как сильно я ее люблю? Да, звучит банально, но через вас хотелось бы передать частичку себя. Она сейчас на работу собирается. Если вам не трудно, могли бы передать. Зовут ее Юлита. Ну, я думаю, имя такое редкое. Я думаю, Юлита сейчас при своих сборах на работу очень обрадовалась. Юлита, вот именно с такого доброго сообщения мы начинаем наш утренний эфир. Спасибо нашему телезрителю. Ну, движемся далее. 307 лет назад, в этот день, император Петр I издал указ, по которому запрещалось строительство каменных домов по всей России, кроме города Санкт-Петербург. Сотни каменщиков тогда остались без работы. И, конечно, они все потянулись в новую столицу в поисках той самой работы. Чем еще отметился этот день в истории, узнаем далее. 20 октября на календаре. Сегодня отмечается Международный день повара, Международный день авиадиспетчера и Международный день ленивца. По народному календарю сегодня Сергей Зимний. В этот день отмечается память двух святых, носивших имя Сергий. Сергий Печерский жил в XIII веке. Другой святой Сергий Нуромский или Вологодский, живший в XIV-XV веках. Если снег в этот день выпадал, а деревья еще не полностью бросили листву, настоящей зимы ждали еще не скоро. В 1714 году в этот день Петр I издал указ о запрещении каменного строительства по всей России, кроме Санкт-Петербурга. В 1740 году австрийская эрцгерцогиня Мария Терезия объявлена наследницей Карла VI Габсбурга. В 1827 году произошло Новоринское сражение. Это крупное морское сражение между Объединенным флотом России, Франции и Англии с одной стороны и турецко-египетским флотом с другой. Сражение стало одним из решающих событий греческого национально-освободительного восстания 1821-29 годов. В 1880 году Московский цирк на Цветном бульваре принял первых зрителей. В этот день родились Дмитрий Донской, великий князь Московский и Владимирский; Джеймс Чедвик, английский физик, открывший нейтрон, нобелевский лауреат; Энрике Бернат, испанский бизнесмен, основатель компании Чупа-Чупс; Игорь Горбачев, советский и российский актер театра и кино, режиссер, педагог, народный артист СССР; Еремей Парнов, советский писатель-фантаст, публицист, кинодраматург; Валерий Борзов, советский легкоатлет, двукратный олимпийский чемпион; Дани Миноук, австралийская певица, актриса, фотомодель, дизайнер; Дмитрий Оленичев, советский и российский футболист, тренер, общественный деятель. Именины в этот день отмечают Иосиф, Леонтий, Марк, Николай, Пелагея, Сергей и Юлиан. Сегодня собственная квартира в Москве – это не только удобно и престижно, но еще и крайне выгодное предложение. Но квадратные метры с каждым годом растут в цене. Можно ли купить квартиру в Москве, не имея многомиллионного состояния? Об этом мы сегодня поговорим с нашим утренним гостем Лилией Карповой. Лилия является риэлтором Центра недвижимости Туймада. Доброе утро, Лилия. Доброе утро. Ну, пожалуйста, вот мы, знаете, буквально пару дней назад у нас в эфире мы говорили про недвижимость в Москве.
время, и у телезрителей прям появилась масса вопросов. Доступно, недоступно, реально, нереально. И вообще, что нужно для того, чтобы приобрести ту самую долгожданную недвижимость в Москве? Сейчас Москва доступна. Москва доступна всем. Сейчас очень хорошие ставки, субсидированные ставки. Наши застройщики, также с компаньонами, с банками, да, сейчас отличные ставки дают. Допустим, можно купить квартиру под 1%. То есть, допустим, у вас должен быть ребенок 18-го года, который родился, и можно использовать материнский капитал как первоначальный взнос. Также есть хорошие ставки 5,3, 2,99 от разных банков, от разных застройщиков. Сейчас мы проводим ярмарку недвижимости. К нам приезжают 5 застройщиков, 5 крупных московских застройщиков. Такого еще не было в истории республики, когда компания, вот наша компания Туймада недвижимость, да, привозит московских застройщиков. Такие как ФСК, А101, Нева Тауэрс, это премиум класса дома, Самолет и группа компаний Родина. Ну а со вчерашнего дня в столице работает еще одна ярмарка, да? И вот чем она отличается и что нового предлагают московские застройщики? Ну если вот вкратце рассказать, что нового? Это вот те самые ставки? Да, это те самые ставки. Также можно от банков приобрести квартиры без первоначального взноса. Можно будет использовать материнский капитал, также в рассрочку или по программе трейдинга. По программе трейдинга, наверное, еще не все знают. Не знаю, Вкратце да. могу рассказать. Трейдинг – это, грубо говоря, вы обмениваете квартиру в Якутске на московскую недвижимость. То есть мы бронируем квартиру в Москве, продаем в течение 3 месяцев продаем квартиру в Якутске, и вы вступаете в долевое на забронированную квартиру в Москве. Также есть рассрочки, очень даже выгодные, без процентов. То есть можно внести первоначальный взнос в размере от 10%. Далее до ввода дома нужно будет погасить, либо вступить в ипотеку на остаток. Лилия, подскажите, пожалуйста, средняя цена в Москве сейчас квартиры, ну, допустим, если взять ту же самую однушку, да, в Москве и Московской области? Ну, как таковой, сказать средняя цена в Москве, наверное, никто не сможет, да, потому что это разные сегменты. То есть есть комфорт, комфорт плюс, бизнес и премиум. Тут абсолютно разная политика цен, да. Могу сказать так, можно будет приобрести квартиру от 4 миллионов. Ну и, конечно, это будет Москва, либо Московская область, в зависимости от расположения, от станции метро. То есть 4 миллионов, в принципе, пока достаточно, да? Да, можно. Но, а вот расскажите про, наверное, большую же значимость имеет какая квартира, да? То есть это новостройка, мы говорим только о новостройках или все-таки это уже вторичный рынок? Нет, это новостройка. Это всё. Да, это от застройщиков, так как ставки и субсидии только от застройщиков идут. Застройщик субсидирует, тем самым понижаем ставку. Ну, поподробнее можно, пожалуйста, когда будет проходить ярмарка, где и как наши телезрители могут принять в ней участие? Ярмарка у нас началась вчера по 24 число. Застройщики у нас уже работают в нашем офисе. Офис находится в LX-центре Орджоникидзе 36/1, 6-й этаж, 604 офис. Более подробную информацию мы можем дать у нас в офисе, либо по телефону 914 760 55 57. Спасибо большое, Лилия. Мы желаем вам успехов в вашей работе. И вот у меня личный вопрос. А у вас уже есть недвижимость в Москве? Да, у меня То есть вы уже приобрели квартиру в Москве? Да. А вообще, какие квартиры пользуются спросом? Монолитные, каркасные? Вот в этом плане, что приобретают больше наши земляки? Монолитно-каркасные дома. Монолитно-каркасные. Сейчас больше, используют в строительстве монолитно-каркасные дома. Они более надежные, там слышимость меньше, поэтому и строятся. А пользуются ли спросом сейчас студии? Или все-таки якутяне приобретают сразу большие квартиры, то есть двухкомнатные, трехкомнатные? Двухкомнатные. Чаще всего приобретают двухкомнатные квартиры.
Кто-то берет как инвест, кто-то берет на перепродажу, кто-то берет с последующей сдачей в аренду, как долгосрочный инвест. То есть вы сейчас приобрели, через год, через два вы ее можете сдавать, и она будет сама себя покрывать, ипотеку, та же самая аренда. Потому что Москва большая, там в любом районе, пусть это будет Москва, Московская область, найдется человек, который будет снимать. Поэтому многие берут для детей на будущее. Как такой вклад, да? Да, да. Отлично. Ну, спасибо, Лилия. Мы желаем вам всего самого наилучшего. Конечно же, на сегодняшний день бодрого настроения и доброго дня. Спасибо. Возможно, скоро в Москве или в отдельных ее районах наших земляков будет очень много. Но и сегодня якутян в Первопрестольной хватает. В столице прошел этнофестиваль «Дружная Москва». Мероприятие стало уникальной площадкой для знакомства участников и гостей фестиваля с традициями и культурой народов России. Народы представляли национальные блюда и традиционные костюмы. Прошли и панельные дискуссии. И, конечно же, особое место на фестивале занимал стенд Якутии с нашей неповторимой строганиной. Северная рыба пришлась москвичам по вкусу. Что еще было на этнофестивале? Смотрите материал Арсены Бурнашовой. Долма, кутабы, блины, эчпучмаки – национальная кухня – визитная карточка каждого народа. Фестиваль «Словно гастротур» познакомил с традиционными блюдами сразу 15 народов. От крайнего севера до солнечного Азербайджана. Якутский стол ломился яствами. Кюрча, хандзигирка и строганина не оставили равнодушным никого. Я ем рыбку. Кажется, северная называется. Боже мой, это такая вкуснятина. Даже не ожидал. Очень вкусно. Привет, Якутия. Вкусно все. Все блюда очень вкусные у вас. Необычные. Строганину только впервые попробовала. Среди собравшихся представители землячеств, студенты из регионов. Особой пищей для размышления стала панельная дискуссия. В деловой части фестиваля красной нитью прошла тема о самореализации молодежи. В столице около 3,5 миллионов молодых людей, из них более 700 тысяч – это студенты. Правительством столицы созданы все условия, чтобы Москва не просто стала городом возможностей, но и объединила молодежь. Ребята, которые хотят заниматься самореализацией, это проект «Московский диалог». Которые любят заниматься спортом, это проект «На районе». Студенческая лига КВН Москвы и Подмосковья. Также очень много проектов, связанных с развитием soft skills, так называемых. Поэтому каждый молодой человек имеет возможность найти для себя что-то новое. Что-то новое для себя открывают и якутские студенты, активисты молодежного объединения «Айтал». Между лекциями в университете находят время и для общественной деятельности. Проводят встречи с якутскими студентами, работают с землячествами Москвы. Молодые люди уверены, что межнациональное общение очень важно. Это фундамент будущего. Поэтому и фестиваль «Дружная Москва» они считают не просто объединяющим нации мероприятием, но и синонимом крепкой дружбы между народами. Москва дружнее некуда. Мы все находимся в большом городе, в сердце России и стремимся сотрудничать друг с другом, общаться. Отличный город, большой, шумный, многонациональный, но дружный. Первое впечатление было – это город возможностей. Впечатление было то, что я здесь многого смогу добиться, и также осталось все. Айсена Бурнашова, Виктор Олесов, Москва. Спасибо большое, Айсене. Ну а мы продолжаем наш утренний эфир. Движение – это жизнь. И это действительно не просто слова, это истина. Малоподвижный образ жизни является 4-м по значимости фактором смертности во всем мире. Сколько нужно ходить, сколько нужно бегать, сколько нужно заниматься физическими упражнениями, чтобы жить долго, расскажет наш доктор. Доброе утро! Физическая активность – одна из главных составляющих здорового образа жизни. Малоподвижный образ жизни – это 4-й по значимости фактор риска смерти во всем мире. Если человек проводит более 6 часов в течение дня в положении сидя или лежа, у него выше вероятность развития сахарного диабета 2-го типа, ожирения и таких сосудистых катастроф, как инфаркт миокарда, инсульт. Между тем, пандемия коронавирусной инфекции внесла коррективы в жизнь каждого из нас. Многие длительное время находились дома и набрали лишние килограммы. Сегодня физическая нагрузка – обязательное условие здорового образа жизни, особенно для жителей города. Чтобы избежать развития гиподинамии и снизить риск смертельных болезней, вы должны выработать привычку – быть активным хотя бы 30 минут в день.
максимальное число дней недели. Норма умеренной физической активности для здоровья – это 150-300 минут в неделю. Это может быть ходьба, зарядка, тренировки дома или в фитнес-центре. Если вы выбрали, например, ходьбу, то можно ставить цель по количеству шагов или пройденному расстоянию. Используя для измерения шагомеры, фитнес-браслеты или приложения в смартфоне. Когда мы говорим о пользе активного образа жизни, мы подразумеваем любую физическую активность. От подвижных игр с детьми, обычных прогулок или легких пробежек до увлечения экстремальными видами спорта или участия в марафонах. Все зависит от вашего состояния здоровья, прошлого опыта занятий, физической формы. С чего лучше начинать заниматься? Заниматься оздоровительной физической культурой можно в любом возрасте и людям с разным состоянием здоровья. Однако начинать занятия лучше с консультации лечащего врача и минимального медицинского обследования. Хронические заболевания. Для безопасности занятий требуют соблюдения рекомендаций врача и выполнения специально разработанных упражнений. Если вы планируете занятия спортом или более интенсивные нагрузки, то визит к врачу обязательный, даже если вы считаете себя здоровым человеком. Необходимо провести дополнительные обследования, нагрузочные тесты, чтобы убедиться, что выбранный вид спорта вам не противопоказан. Только регулярные занятия принесут результат. Разминаться можно во время похода в магазин, прогулки с ребенком. Старайтесь забыть про лифт. Поднимайтесь по лестнице пешком. Если вы работаете, то хотя бы одну остановку проходите пешком, тем более при хорошей погоде. Длительные прогулки на свежем воздухе вдвойне полезны. Для тренировки на улице не забывайте про правильную одежду и обувь, соответствующую сезону и погодным условиям, а также берите с собой бутылочку воды. Для тренировок дома позаботьтесь о безопасном месте для занятий. Приготовьте коврик и полотенце, используйте бутылки с водой или крупой для утяжеления. Обеспечьте доступ кислорода, откройте форточку или окно. Также пейте больше жидкости и старайтесь заниматься в красивой, яркой спортивной одежде и обуви, что также положительно сказывается на вашей мотивации и регулярности нагрузок. Желаю вам позитивного настроя и активного образа жизни. Спасибо большое доктору. Действительно, дорогие друзья, прислушайтесь к советам нашего доктора и действительно побольше активности, потому что совсем скоро зима, будем сидеть и так дома. Ну а сегодня не забываем о том, что у нас будет +2. Самое время выйти, прогуляться, пригласить своих друзей, возможно, на прогулку, своих близких и родных. Богатая якутская земля талантами, причем во всех областях и направлениях. Немало известных якутских фамилий вписано в Золотую книгу науки и технологий не только России, но и далеко за ее пределами. И сегодня мы хотим вам рассказать о выдающемся человеке, фронтовике, ученом с мировым именем, которое, кстати, носит одна из улиц Якутска. Возможно, многие из вас догадались, что речь пойдет о Дмитрии Даниловиче Красильникове. Доброе утро! Сегодня мы поговорим о Дмитрии Даниловиче Красильникове, выдающемся ученом, докторе физико-математических наук и лауреате Ленинской премии. Он родился в Черепчинском районе в 1920 году. Там же в 1937 году окончил 7-летнюю школу и по прошествии этих лет начал заниматься физико-математическими науками. В годы Великой Отечественной войны, а точнее в 1943 году, он был призван в армию. Прослужил год и получил боевое ранение и соответствующие награды. В 1948 году он начал работу на станции космических лучей, организованной при Якутской научно-исследовательской базе Академии наук СССР. Дмитрий Данилович, в частности, изучал эффект под названием «широкие атмосферные ливни». Широкие атмосферные ливни напрямую мешали работам компьютерам второй половины 20 века, что создавало ряд затруднений для очень сложных вычислений. В частности, это мешало ракетостроению, запускам ракет и так далее. Дмитрий Данилович Красильников имел постоянную связь с видными отечественными и зарубежными учеными. Принимал активное участие в работе многих международных конференций и симпозиумов по космическим лучам и являлся членом научного совета Академии наук СССР по комплексной проблеме космические лучи.
Координационного совета по исследованию космических лучей сверхвысоких энергий наземными установками, в которых он принимал активное участие непосредственно с сотрудниками Института космофизических исследований и аэрономии. Ну а следующая замечательная новость для всех любителей Apple. Ну, кстати говоря, я не исключение, потому что действительно пользуюсь продукцией компании Apple на протяжении многих лет, и она продолжает меня радовать. Ну, на днях компания провела вторую за месяц презентацию, на которой представили новые ноутбуки MacBook Pro и беспроводные наушники AirPods третьего поколения. MacBook Pro представлены в двух вариантах с диагональю 14 и 16 дюймов и в двух цветах – темно-сером и серебристом. У экрана появилась челка, вроде той, что уже есть у iPhone, а рамки вокруг него заметно сократились. AirPods 3 представлены в новом дизайне. Видоизменилась форма лишь и кейс. Наушники получат защиту от пота и воды, адаптивный эквалайзер, учитывающий программный контент, а также пространственное звучание. Они смогут работать без подзарядки до 6 часов. За пределами России новые ноутбуки и наушники поступят в продажу 26 октября. А пока что Apple принимает предзаказы на них. Дата появления устройств в российской рознице пока что не объявлена. Действительно, меня вот порадовала новость, что на наушниках AirPods 3 не будет тех самых вот резиновых таких заглушек, которые, в принципе, не очень удобны, по крайней мере для меня. Они будут похожи на наушники, которые были до этого предшествовали, поэтому следите за новостями, любители компании Apple. Движемся далее. А российские зрители также с нетерпением ждут картины «Вызов». Мы не раз говорили уже об этой картине в течение наших эфиров. Это первый художественный фильм, часть которого была отснята на МКС. Многие, конечно, об этом слышали, знали, переживали. Все проходило, запуск и приземление проходили в прямом эфире. О том, как снимать и сниматься в условиях невесомости, рассказала исполнительница главной роли Юлия Пересильд и оператор Клим Шипенко. Который сейчас находится рядом с вами. Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, которые впервые в истории снимали художественный фильм на МКС, рассказали о том, как шла работа над картиной. Сейчас они находятся в звездном городке, где проходят реабилитацию, и общались с журналистами по видеосвязи. По словам Шипенко, невесомость позволила ему найти новые операторские решения и снять сцены так, как это вряд ли бы получилось на Земле. И ты понимаешь, конечно, этого невозможно было придумать на Земле, потому что, я говорю, так на Земле мозг не переворачивается. Все равно мы привыкли, что пол это здесь, а потолок это здесь. И человек, когда разговаривает с другим человеком, он, как правило, стоит или сидит. Это все совершенно по-другому. И в этом смысле это было для меня, конечно, кинематографическое открытие. То есть возможность сцены решать совершенно по-другому. Киноэкипаж отправился на станцию 5 октября, где снимал картину под рабочим названием «Вызов». Это история о враче, которая летит на МКС, чтобы спасти жизнь космонавту. На орбите режиссер и актриса провели 12 дней. За это время удалось отснять порядка 30 часов материала, в том числе много планов Земли из космоса. Это позволит использовать по минимуму графику. После монтажа в ленту войдет не больше 35 минут. Юлия Пересильд рассказала, что съемки на станции шли все время. Принимали в этом участие и российские космонавты, которые ночами после выполнения своих основных обязанностей помогали работать над картиной. Каждая секунда – это было большое открытие. И это открытие и первый взгляд в иллюминатор. Что это? Это же в это невозможно поверить, что это вот оно. Первые наши пробы снимать кино, первые наши разговоры с космонавтами вообще про то, как здесь все происходит. Мне было грустно улетать, потому что такое количество открытий в единицу времени, нигде же больше не может произойти. Работа над картиной будет идти до конца следующего года. Дата премьеры пока не определена, как нет и прогноза по кассовым сборам. Но Клим Шипенко отметил, что затраты на фильм окупятся в прокате, поскольку к нему есть мировой интерес. Итак, мы продолжаем утренний эфир. Дорогие друзья, половина эфира уже позади, поэтому успевайте присоединиться к нам. У нас есть WhatsApp номер, на который вы можете отправить свои сообщения. Вот у нас уже есть активные телезрители. Дорогой город Нерюнгри, поздравляю тебя со всеми будущими праздниками.
«Я вас люблю». Вот так вот жители города Неринги тоже с нами. Дорогую мамочку Иванну Николаевну поздравляю с днем рождения. Мы тебя очень любим. Счастья, любви тебе и здоровья. Вот такие добрые сообщения. Ну и мы, конечно, ждем активных наших телезрителей, потому что это всегда приятно, когда есть обратная связь. И напоминаем о том, что инстаграм-страничка есть, куда можно отправить, возможно, свои видео, возможно, забавные фотографии. Комментируйте наши эфиры, ставьте лайки, подписывайтесь, сообщайте об этом своим друзьям, потому что все-таки век новых технологий и социальные сети сегодня очень важны. Итак, еще одно сообщение, быстренько. Дорогого мужа Яковлева Ивана поздравляю с 25-летием. Мы тебя очень сильно любим, твоя супруга и дочь Наташа. Яковлев Иван, мы присоединяемся к поздравлениям. Ну и так, самое время перейти к новостным сводкам. Привлечь туристов, а затем и инвесторов на Дальний Восток попытается при помощи расширения программы «Туристический кэшбэк». Подробнее об этом расскажет Сергей Михедов в выпуске новостей. Сергей, вам слово. Доброе утро, Якутия. Сейчас блок новостей. Возможность увеличения туристического кэшбэка за поездки на Дальний Восток до 40 тысяч рублей рассмотрят по поручению президента. Кроме того, главе государства поручено найти возможности снижения ставки НДС для туристических организаций и предоставления федеральных субсидий российским кредитным организациям. Средства планируют направить на возмещение недополученных ими доходов. Это связано с предоставлением кредитов по льготным ставкам инвесторам, реализующим на Дальнем Востоке проекты по строительству гостиниц с менее чем 120 номерами. Тем временем журнал National Geographic Traveler проводит онлайн-голосование «Сокровища России». Оно посвящено туристическим возможностям страны. В нем республику представили в 9 номинациях, сообщает пресс-служба Минпреда региона. Якутия участвует в категориях «Природный объект», «Туристическая тропа», «Экскурсионный маршрут», «Речной и морской круиз», «Культурно-исторический объект», «Общественное пространство», «Народный промысел», «Традиционный праздник» и «Национальная кухня». Отмечается, что проект поможет не только определить главные достопримечательности и наиболее популярные места и объекты, но и открыть новые точки на туристической карте России. Тропа здоровья в парке, детская площадка в микрорайоне Алроса, установка мусорных урн и умных скамеек на общественных территориях. Что нужнее линчанам? Определить смогут только они сами, как и внести свои предложения для участия в конкурсе по программе поддержки местных инициатив. Первый этап – прием предложений от граждан, второй – подготовка заявки. Город Ленск может подать 3 заявления. По каждому размер субсидии составляет до 1,5 миллиона рублей. 10% от этой суммы профинансирует муниципальное образование поселения. 3% смогут внести сами местные жители. Одно из условий – территории должны быть в муниципальной собственности. Конкурс предполагает выполнение работ только на землях общего пользования, внутридворовые территории, территории предприятий или каких-то организаций исключаются. Предложения мы ждем от населения. Надеемся, что жители города и в этот раз будут самыми активными участниками инициативного бюджетирования. У нас прошло совещание с руководителями управляющих компаний, с депутатами города по отбору заявок для участия в конкурсе программы местных инициатив. Одним из главных условий конкурса программы является непосредственное участие самих жителей. Программа так и называется «Поддержка местных инициатив», то есть инициативы должны исходить от населения. К этому часу это все новости. Всего доброго и удачного дня. Спасибо, Сергей. Ну а 4 ноября на большие экраны в России выходит новый фантастический фильм от студии Marvel «Вечные». В США же на днях уже прошла премьера, на которую собрались почти все исполнители главных ролей. Актрисы Анджелина Джоли и Сальма Хайек, актеры Ричард Мэдден и Кит Харингтон и другие члены съемочной группы нового фильма от Marvel Studios «Вечные» появились в понедельник на красной ковровой дорожке в Лос-Анджелесе в рамках мировой премьеры картины.
По сюжету фильма «Вечные» — это представители расы генетически улучшенных суперлюдей, тайно живущих на Земле и наделенных невероятными суперспособностями. На протяжении 7000 лет они скрывались от человеческой цивилизации. Однако события, произошедшие в фильме «Мстители. Финал», вызвали пробуждение их злобных собратьев, девиантов, и Вечные снова воссоединяются, чтобы защитить жителей Земли. Лента, релиз которой был отложен на год из-за пандемии коронавируса, может похвастаться не только блестящим и самым разнообразным актерским составом за всю историю Марвел, но и режиссером Хлоей Джао, получившей в прошлом году «Оскар» за фильм «Земля кочевников». Также в картине появится первая глухая супергероиня в исполнении актрисы Лорен Ридлов. Должна сказать, что я, конечно, первая, но я буду ей недолго. Очень скоро во вселенной Марвел появится еще одна глухая супергероиня, так что это определенно меняет ситуацию. Российские зрители смогут увидеть картину, начиная уже с 4 ноября. В США все смотрят картину «Вечные», а в воскресенье настроение у нерюнгринцев было замечательное, потому что они посетили концерт хоровой школы «Соловушку». «Соловушку» знают и любят многие, не только на территории города Нерюнгри, но и за его пределами. Давайте же посмотрим, как все прошло. С приобретением рояля премиум-класса «Саутер» 5 лет назад у «Соловушки» появилась добрая традиция – 2 раза в год давать концерт на сцене ДК имени Пушкина. Репертуар на этот раз был выбран разноплановый. Это музыка разных стилей, эпох и направлений, исполнение самих воспитанников и их преподавателей. Для любого артиста важно выступать, чтобы поверить в свои силы, чтобы совершенствоваться дальше. Ну и для педагогов это также важно. Последние 2 года мы были лишены концертов в таком объеме, как мы всегда занимались. Поэтому, конечно, это немножко сказывается. Но мы очень рады, что сегодня вот нам разрешили провести этот концерт. «Идите в хор и обретете гармонию», сказал американский дирижер Роберт Шоу Лаусон. Преподаватели детской музыкально-хоровой школы «Соловушка» считают, что петь в хоре очень полезно и нужно для растущего детского организма. Развивается слух, голос, воспитывается музыкальный вкус, творческая активность. Это и развитие дыхательного аппарата, увеличение объема легких. Конечно, это большой труд, потому что все занятия, которые проходят в школе, они должны закрепляться дома, за инструментом. И кто вот входит в этот темп постоянный, тот, конечно, и развивается хорошо, и получает от этого удовольствие. А сами дети понимают, что в хоре от каждого из них зависит общий результат, а это воспитание ответственности и характера. Они также уверены, что пение в хоре оказывает благотворное влияние на их здоровье. Когда я болею, я стараюсь петь какие-то произведения, песни, которые мы изучаем, чтобы мы с Васькой не потеряли свою трудоспособность. Ну, иначе долго болеть я не могу, потому что хор, идем, работаем. Да, простуда проходит, когда ты начинаешь петь, там то же самое мычать. У тебя музыка как бы продолжает жизнь. Пение хорошо помогает от простуды, потому что ты поешь в хоре, и тебе становится лучше. Это магия, хоровая магия. Пользуйтесь. Гордостью школы по праву считается старший хор, неоднократный лауреат всероссийских и международных конкурсов. Чистые голоса соловушек звучали во многих странах мира. Уже более 30 лет «Соловушка» собирает и развивает юные дарования. И с этой задачей, по мнению нерюнгринцев, школа справляется достойно. Из года в год на смену уходящим выпускникам приходят новые ребята, но звучание хора остается стройным, сильным и проникновенным. Тамара Игнатьева, Вадим Барашков, Нерюнгри. С развитием технологий каждая специальность требует от работников все новых умений, тех самых скиллов. Особенно в самой востребованной сейчас сфере IT-технологиях. Здесь постоянно нужно быть на гребне волны.
Как узнать, какие скиллы нужны для той или иной специальности, как можно подтянуть свои пробелы и сократить путь к хорошему трудоустройству. Этот путь между соискателями и работодателями довольно тернист. На помощь к нам пришла сегодня Роза Байшева. Она сегодня является одним из разработчиков программы, резидентом IT-парка, а программа называется «Скиллометр». Здравствуйте, Роза. Здравствуйте. Доброе утро. Ну, расскажите, пожалуйста, что за программа, вообще, как вам пришла идея создания этой программы и для чего она нужна? Скиллометр – это кроссплатформенная система, то есть это мобильное приложение, это веб-версия, то есть это сайт. Можно скачать его на iOS, на Android, можно воспользоваться даже чат-ботом. Это система, с помощью которой люди могут видеть, какую профессию в современном мире к ним они могут выбрать, исходя из своих навыков. Потому что внутри каждой профессии есть определенные навыки, и они смежные, как вы понимаете. И для того, чтобы ориентироваться в этом мире профессий будущего, в котором все постоянно меняется, мы создали такую систему, которая уже работает в режиме реального времени и показывает вакансии по скиллам пользователей. То есть, по сути, это, так сказать, приложение, да, в которое можно зайти, зарегистрироваться и узнать, на что ты способен вообще, да? Да, узнать свою возможную профессию, зарплатные ожидания, конкретные реальные вакансии от ведущих агрегаторов, таких как HeadHunter и Труд.Всем. То есть эта программа была создана все-таки для работодателей или для тех, кто является соискателями? Прежде всего для соискателей. Сейчас мы разговариваем с работодателями, и им тоже это очень интересно. Да? Потому что в наше время идет очень высокая конкуренция за хорошие кадры. И люди на самом деле не понимают, насколько работодатели заинтересованы в них, сколько они готовы сил, труда вложить, чтобы найти нужного специалиста. Роза, а это касается только IT программ, или все-таки это более такой, знаете, сфер очень много, да? Там? Да, конечно. То есть и повар может, да, найти в себе навыки, допустим, я не знаю, программиста, да? Поменять специализацию возможно благодаря этой программе? Да. Здесь есть система трудоустройства, с помощью которой может устроиться как повар, так и преподаватель, так и многие другие профессии, вакансии которых есть на HeadHunter. Что касается, можно ли на скиллометре учиться. У нас есть образовательная часть нашей платформы. Дело в том, что скиллометр вообще начинался с того, что это образовательная платформа. И уже в процессе повышения наших возможностей, в процессе конкуренции мы искали то решение, которое будет наиболее близко, наиболее необходимо современным пользователям. И мы пристроили к этой образовательной платформе систему трудоустройства, ту самую, которую мы планировали изначально, но мы еще не знали, какую форму она обретет. И теперь это образовательная платформа системы трудоустройства. И у нас есть возможности для того, чтобы размещать курсы. И мы ведем переговоры с университетами, и скоро у нас будет много именно курсов от университетов. Вот об этом мы поговорим подробнее сразу после небольшой паузы. И обязательно вернемся к нам в студию. Оставайтесь с нами, дорогие телезрители. Не переключайтесь на каналах Якутия-24 и НВК Саха. Так, хорошо. Утро Якутии вновь приветствует вас. До ухода на короткую паузу мы познакомились с разработчиком программы «Скиллометр». Это Роза Байшева. Действительно интересная, да, такая платформа, интересная площадка. Но, конечно, немножечко сложно, наверное, для простого обывателя понять, да, вообще. Кажется, что это какой-то космос практически, да. Вот для этого давайте поговорим подробнее о том, как нужно зарегистрироваться, как проходит весь процесс то ли обучения, то ли трудоустройства, да, и, соответственно, как повышаются те самые скиллы. Хорошо, человек услышал, что такое скиллометр, заинтересовало. Заходим на сайт, либо качаем приложение, а дальше? Дальше система предлагает вам ввести свои скиллы. Вы сразу попадаете в конструктор скиллов. Почему же это конструктор, почему же это не тест? Потому что это свободная система, в которой пользователи могут ввести как свои будущие навыки, так и те навыки, которые они планируют получить, ожидают получить, предполагают получить. Например, я думаю, может быть, если я изучу IT-сферу, я стану более востребованным, у меня будет другая зарплата. Отлично, значит, я ввожу навыки программирования, которые я ожидаю получить, которые мне предлагают в какой-то
школе программирования, или где-то, возможно, я в университете проходил, но еще не до конца хочу улучшить свои навыки. И вот я ввожу эти скиллы и вижу, что зарплата у меня может быть больше 100 тысяч, потому что эти профессии сейчас востребованы. Или же я ввожу те навыки, которые у меня уже есть, и вдруг вижу, что навыки, которые есть у преподавателя, могут быть необходимы для копирайтера, могут быть необходимы для сценариста видеоигр или компьютерных игр. Это открывает перед людьми совершенно другой взгляд на собственные навыки. Способности, да, свои? То есть можно переоценить, да, свои навыки, потому что, думая о том, что ты всего лишь преподаватель, и твоя деятельность тесно связана только с преподаванием, возможно, это пригодится совершенно в другой сфере, да? Да. Потом у нас есть вкладка «Мои курсы». Вы можете... И каталог курсов. То есть вы можете выбирать демо-курсы, смотреть их, можете смотреть... выбирать курсы, подавать на них заявку. Там же есть заявки на карьерные консультации. И на этих карьерных консультациях вам уже помогут вручную ввести свои скиллы, определить, какие еще вы могли бы ввести, используя популярную библиотеку слов, которая точно уже есть у карьерного консультанта. И вы вместе сможете построить этот путь. Очень интересно, Роза. Вообще, как вам пришла такая идея вот такого именно проекта? Потому что действительно, ведь это такой очень кропотливый труд. И почему именно такое направление? Или все-таки вы взяли аналог подобных программ уже, допустим, на европейском уровне, да? Это идея моего бизнес-партнера Сергея Даниловича Баишев. Он наш разработчик, основной технический директор. То есть это опыт уже был у него, да? Он видел подобные программы, там, я не знаю, в других городах, или все-таки это его личная разработка? Мы работали в крупных компаниях, тогда еще будучи офисными сотрудниками, и мы много говорили о том, как повышать свои компетенции, о том, как люди учатся, как они развиваются. И идея сложилась из множества маленьких идей, которые мы видели вокруг. Мы ушли в бизнес и перешли в систему обучения подростков программированию. Мы общались с руководителями кружков, с руководителями образовательных организаций, и мы ощутили разрыв между системой образования и системой трудоустройства. Люди учатся одному, а потом постепенно доучиваются, и им очень трудно ориентироваться в этой системе. А если ее разбить на маленькие микрокусочки, на скиллы, и сопоставлять между собой те знания, которые у нас уже есть, и те, которые мы ожидаем получить, мы можем сложить прекрасную образовательную систему с образовательными треками. Потому что когда пользователь вводит свои скиллы, он видит не только конкретную вакансию, но и образовательный трек, который он может получить, который востребован работодателем. Этот образовательный трек построен искусственным интеллектом путем переработки более 1 миллиона вакансий. Вот так вот, да? Роза, а подскажите, пожалуйста, есть ли какой-то вот наглядный, яркий пример, ну, либо какая-то статистика, возможно, уже, да? Человек обратился к вам, да? Потом получил те самые скиллы, да? Затем там вот есть какая-то обратная связь, благодарность какая-то, или прям вот, ну, яркий, живой пример? Мы сейчас проводим карьерные консультации. Буквально вот вчера я разговаривала с молодой мамой, маркетологом, которая ищет себе применение. И мы разговаривали с ней, и я показала ей, какое огромное возможности карьерных специальностей именно в сфере IT для маркетологов, для того, чтобы делать мобильные приложения, создавать игры или же создавать дизайны. Потому что кажется, что вот она училась, и ей казалось, что это такая профессия, в которой ей нужно будет создавать упаковки только лишь физических продуктов, то есть конфет, возможно, пакетов. Да, но это же огромный мир, в котором вы можете создавать дизайны всего чего угодно и понимать, насколько эти макеты откликаются у пользователей. Действительно. Ну и еще один немаловажный вопрос. Происходит это все на коммерческой основе или все-таки это можно принять бесплатное участие? У нас есть сейчас бесплатные карьерные консультации, можно обратиться, потому что мы сейчас очень заинтересованы в том, чтобы обсуждать с людьми на практике, разговаривать с ними, понимать, насколько им важна эта система, насколько им интересно по своим скиллам видеть свою профессию и свои карьерные возможности.
Вообще у нас есть платная подписка, 300 рублей стоит недельный доступ к системе. Эту сумму мы поставили для того, чтобы определить, насколько это предложение интересно пользователям. Вот так. Ну и вы все-таки являетесь резидентом IT-парка. Вот насколько удобно для вас это резидентство, да, и что оно вам дает, какие возможности? Мы резиденты IT-парка, выпускники акселератора B8. Мы участники этой классной инновационной экосистемы, которая дает нам возможности работать в IT-парке, в прекрасном месте, где сбываются мечты, где, как говорят наши дочки Пения, намоленное место, где можно притворить любые идеи и сотворить просто что-то такое невероятное, да? Да, у нас, когда в IT-парк заходишь, сразу видишь насекомых, которые поедают пластик. Поднимаешься на этаж, видишь 3D-принтеры. А рядом с нами сидит человек, который делает ошейники для оленей, которые определяют по радиолокации, где эти олени бегают. В общем, то есть у вас там отдельная жизнь, да, кипит, все нанотехнологии, да, и, соответственно, такие же и люди, да, продвинутые и очень такие умные и, конечно, инициативные. А как вы выбрали свою профессию? Кто вы вообще по образованию, Роза? Вот честно, вы сейчас же совершенно в другой сфере работаете, наверное, а первое ваше образование какое? Я преподаватель начальных классов. Когда я искала работу, я попала в сферу продаж. Вот, это одна из тех историй, когда люди ищут одно, а попадают в другое. Мой бизнес-партнер Сергей Данилович, он по образованию специалист по системный инженер, он учился на специалиста по созданию телевизоров, по ремонту телевизоров, а попал в сферу телекоммуникаций, в сферу Ростелеком. Вот. И то есть вот так вот, да, и именно для этого теперь работаете и вы, да, создавая такую программу, как «Скиллометр». Для того, чтобы люди все-таки находили себя, находили свои возможности, и главное, чтобы это было совместно с желаниями, правильно? Чтобы работа была в удовольствие. Да. Спасибо большое, Роза, вам. Мы желаем всего самого наилучшего. Ну и дай бог, чтобы «Скиллометр» плотно вошел в жизнь многих наших жителей республики. Ну и, конечно, чтобы все-таки, как мы говорим, работа была в удовольствие. Спасибо вам. Но, дорогие друзья, мы продолжаем наш эфир. Житель Улан-Удэ Леонид Симухин всевозможной технике практически радовался всю жизнь. То есть он всегда был с техникой. Еще в детстве он собирал модели танков, самолетов и вертолетов из коробки. Со временем базового набора стало мало, и мужчина стал внедрять дополнительные детали из подручных материалов. В ход шло все, начиная от флаконов из-под лекарств, заканчивая бусами и упаковками киндер-сюрприза. Постепенно хобби отошло на второй план из-за учебы, армии, а потом из семьи. Ближе к концу 80-х, когда мужчина работал на заводе, Симухин встретил группу энтузиастов, и забытое хобби постепенно вернулось в жизнь Леонида. Мужчина выписывал специальные журналы, обменивался опытом с друзьями по увлечению, а с появлением интернета стал получать знания для создания макетов космических кораблей и станций. По словам Симухина, несмотря на то, что его увлечение занимает много времени, мужчина испытывает радость, когда очередная задумка притворяется в жизнь. Среди его работ есть космические корабли, станции, инсталляции, посвященные первым космонавтам в космосе, а также американские и советские станции для исследования Венеры. Древний меч крестоносцев, возраст которого, по мнению специалистов, может превышать 900 лет, нашел драйвер-любитель на дне Средиземного моря в бухте рядом с Израилем. Несмотря на то, что почти метровое лезвие, эфес и рукоять покрыты толстым слоем ракушек и окаменелостей, оружие было легко заметить благодаря крестообразной форме, после того, как изменившиеся подводные течения смыли скрывавшие его многие годы песком. В управлении древности Израиля полагают, что этот меч принадлежал кому-то из рыцарей, проживающих в крепости Атлит недалеко отсюда. Пока что это всего лишь догадки. Ученым еще предстоит очистить меч, сделать рентгеновские снимки, и тогда будет больше информации. Возможно, на оружии есть имя или какое-либо украшение, которое больше расскажет о его владельце. По словам специалистов, меч достаточно тяжелый, а это свидетельствует о том, что тот, кто его держал в руках, был весьма силен, вероятно, намного мощнее современных людей. После очистки и реставрации оружие собираются выставить в одном из музеев.
Вот такие новости, дорогие наши телезрители. Мы рады, что вы встречаете утро на телеканалах Якутия-24 и НВК Саха. Ну и мы не прощаемся, потому что завтра в это же время на этих же телеканалах мы вновь будем вместе с вами. Всего вам доброго, хорошего настроения, до новых встреч!